финале Ногайской футбольной лиги 2021 года. И сейчас на поле 12 команд из 8 регионов России готовы побороться за первое место. Все началось с идеи организовать футбольный турнир для молодежи в 2014 году. Уже в 2015 году в турнире захотели принять участие команды из Турции и Норвегии. И в этом же году была организована Международная Ногайская футбольная лига. 5 сентября 2015 года в Москве был сыгран финал турнира. Главной целью и лозунгом НФЛ стало объединение ногайцев со всего мира. В 2016 году международный турнир проходил в Анкаре. В нем принимали участие Россия, Турция, Норвегия, Голландия, Германия. Команда из России заняла 3-е место. В 2017 году из-за желания принять участие в турнире большого количества команд с разных регионов России отборочные матчи было решено проводить по зонам. Москва, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Дагестан, Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Добрый день. Добрый день. Давайте познакомимся. Как вас зовут, в какой вы команде играете, сколько вы играете уже в этой команде? Меня зовут Магомедов Юсуп, являюсь капитаном команды футбольного клуба Кумбатар, который представляет город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ. Я играю за команду Берлек, это город Новый Уренгой. Азиз. Ну, я играю нападающего в команде Терекли Мектеп Югра. Я играю за команду Терекли Мектеп Москва. Тайманбет Ибрагимович. Я играю в команду Чебутлам. Алексей, очень приятно. Очень приятно познакомиться. Ну, я играю за команду Терекли Мектеп Югра. Меня зовут Аюбов Камиль, я представляю команду Шабден. Мы из Карачаева-Черкесии, двукратные победители Ногайской футбольной лиги 17-19 года и двукратные победители Международной Ногайской футбольной лиги. Играем на турнире уже 4-й год. Позапрошлом году заняли 4-е место, проиграв в полуфинале победителю турнира. Ценим наши шансы как на только первое место, только победа. Ничего больше не устраивает нас. Сколько голов пропустили? Или ни одного пока? За весь турнир пока что 2. Перед собой ставим только самые наивысшие цели. Победа, еще раз победа. Да, приехали побеждать. Мы защищаем титул. Защищать всегда трудно. Вот, все команды готовятся. Уровень вообще футбола растет с каждым годом. Мы, конечно же, ждем победы и победы во всем турнире. Расскажите про ваш крайний матч, который вы отыграли сегодня. Матч, как и все сказали, да, это можно сравнить с финалом. С каким-то финалом, почему? Потому что он очень эмоциональный был. Это точно. Да, это очень верно. эмоциональный, да. Мы забили, они забили. Мы забили, они забили. Вот до пенальти это все дошло, конечно. Были такие моменты, ну, как скажем, по игре опасные, потому что любой гол решал исход матча.
дошли до пенальти. Пенальти, соответственно, это, как говорят, да, в футболе лотерея. Вот. Повезет, не повезет. Повезет, не повезет, но опять же, Всевышний предопределил, это значит должно было быть так. Мы выиграли, перекли как бы свое, потому что уважение, почему? Потому что эта команда очень сильная. Мы прошли чисто по пенальти, не по игре, по пенальти. Соперники были очень сильные, да. Мы изначально знали, что они фавориты этого турнира, да. Они и чемпионами становились, поэтому мы были хорошо настроены, хорошо отыграли. Ну, как я выше сказал, уже пенальти нам не повезло немножко, удача была на их стороне. Вот. Всем спасибо, всем нашим болельщикам спасибо. Спасибо еще раз, повторюсь, организаторам. Шикарно прошло все. Вот. За поддержку нашим болельщикам, которые были здесь, были за экранами. Так, мы знаем, на ютубе транслировалось все это. Вот, спасибо тем, кто были не с нами, но сердцем и душой поддерживали нас, мы чувствовали это. В 2019 году участие в турнире приняли 27 команд. На финале в Москве 12 из них боролись за звание победителей турнира и вправе защищать Россию в международной нагайской лиге. Сегодня на поле вышли 12 команд победителей регионального отборочных туров из 8 регионов России. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить организаторов турнира, потому что очень на высоком уровне проходит турнир. Поблагодарить судейскую коллегию, то что вообще без вопросов, без нареканий. Все здесь очень шикарно, все профессиональном уровне проводится. Организация с каждым годом все лучше и лучше. Спасибо организаторам, что проделали вот колоссальную работу. У нас появилась трансляция, у нас появились флеш-интервью, у нас появилась пресс-конференция, жеребьевка, которая транслируется. Смотрят все нагайцы со всего мира. Очень большой респект организаторам. Как они создают этот турнир, как они стараются для этого турнира. Вот. Это начиная со всяких мелочей, грубо говоря, да. Это видеосъемки, это повторы, это судьи, это как бы все, вот, вся организация. Это тот же самый регламент, что там вообще происходит в этом регламенте, да. И на самом деле большое им спасибо за терпение. То, что здесь происходит, эмоции, все это все происходит, они молодцы. Организация с каждым годом растет, вот третий год уже играю, и первый год так был, ну, только начиналось все, а сейчас все на высшем уровне. Вот, хочу выразить огромную благодарность нашим организаторам, нагайской общине. Вот. Еще огромную благодарность нашим спонсорам, партнеру логистической компании. Спасибо. Вот, они нас сильно поддержали. Нагайская футбольная лига с каждым годом собирает все больше поклонников футбола. Турнир уже стал одним из важнейших культурных событий в жизни нагайцев. А привлечение спонсоров говорит о повышенном интересе к этому мероприятию и большом потенциале в плане дальнейшего развития. Сегодня в Москве встречаются команды из разных регионов России, от Республики Дагестан до Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый участник получает поддержку не только от друзей и родственников, но и от всего аула. Турнир не только сплачивает нагайцев из разных регионов и даже стран, но является прекрасной возможностью для молодежи приехать в Москву, показать себя, расширить круг знакомств.
Я Арсланов Султанбек Нукаевич, уроженец Ногайского района Республики Дагестан. Проживаю в Москве с 1974 года. Здесь, в общем-то, вопрос, конечно же, всех интересует о том, что ногайцы откуда здесь в настоящее время, кого они представляют, что они представляют, с каких регионов собрались. Вопрос о создании общины, он давно накапливался, в конечном итоге пришли к чему? Потому что ногайцы проживают в основном в Российской Федерации и проживают в различных субъектах Федерации. И нет ни одной республики, нет никакого округа. Есть, правда, в двух густонаселенных ногайских районах, это в Дагестане и в Карачаево-Черкесии, ногайские районы. И поэтому, в общем-то, ногайцы, поскольку они проживают в различных субъектах Российской Федерации, они должны были как-то объединяться, где-то объединяться, на какой-то площадке объединяться. И поэтому так получилось, что очень много ногайцев, молодежи, которые приезжали поступать в учебные заведения города Москвы. Последние годы те, которые приезжали с вопросами трудоустройства, и они располагались, размещались в Москве. И вот так они начали собираться здесь, и поскольку приехали, оставив свои дома, родителей, здесь они искали общение друг с другом, искали, чтобы где себя применить. И поэтому вот создалась вот первоначально несколько человек ногайской национальности, которые приехали в Москву сначала небольшими группами, и потом вот несколько лет тому назад создали общину. И поскольку ногайцы — это миролюбивый народ, мирный народ, мы решили объединяться друг с другом вот созданием вот таких вот объединений, как Ногайская футбольная лига. Третье место Ногайской футбольной лиги 2021 награждается команда Кунбатар. За второе место медалем и кубком награждается команда «Берлык». Турнир НФЛ подошел к концу. Мы увидели яркую, динамичную, эмоциональную игру. Мы желаем победившей команде удачи в предстоящем международном турнире и предлагаем еще раз насладиться лучшими моментами на поле за эти 2 дня финала.